наследство. Дом 2012 года, подрядчик, который строил этот дом, Гершвик, да. Здесь мы сюда деньги не вкладывали, это он строил за свои собственные деньги, потом выставлял их на продажу. И когда потребность была приобретения жилья для детей-сирот, он нам продавал, администрация. Это в каком году вы купили? Сгнили. 12 год. Да. Не, купили Дом был принят в эксплуатацию городом Алдан. Это городское хозяйство. Городское хозяйство, он был принят в управляющую компанию. То есть обслуживание повыдавливало. Люди уже купили стеклопакеты в этот дом. 2 раза в год делается ремонт в этом доме. Обращались неоднократно к нашим чиновникам, но мер никаких не приняли. Сейчас мы пройдем, посмотрим, как находится в коридоре. А этот дом приватизированный или... Нет, он находится на балансе. Муниципальный? Дом находится на балансе, на обслуживании управляющей компании. Здравствуйте. Посмотрите, на эту сторону перекрытие сделано деревянное. Стены полопались. Здесь выполнено, не стеклопакеты стоят, здесь карбонатом сделали, что дети могут спокойно вывалиться туда, что на 2-м этаже тоже то же самое. Детей. Сколько детей? У меня только 4. А вообще, помимо этого, у меня у соседки 2, на 2-м этаже 4. совет дома есть? Линолеум постелили низкого качества. Не, вы уже 7 лет живете здесь, да? Да, 6 6 лет. лет, и мы каждый год бьемся, и нам даже ремонт сделали. Давайте посмотрим. Канализация. Здесь канализация находится, прям бежит там, под дом. Там говно. Можно, если посветить, Вот там смотрите, прям мошка летает. Канализация вот эта вот вся открыта. Вот видите, дырка находится. Все это бежит под пол. Оно забивается каждый год, и в год по несколько раз, и все это бежит под труба пол. там уже сдвинула? Да, Это не канализация сгнило, вся это затекает. канализация выведена в подъезд. Вот Давайте в эту квартиру, да. Ой. Ой. Это вот 7-я квартира у нас. А что здесь? Полы так прогнили, не так. Нет, Вы так живете? Да, это полы прогнили. Не пылесосили? Здесь коврик. Ой, посмотрите. Оно летает, вот это все летает. Ну, видите, что подумали? Батареи все полопались во всех абсолютно квартирах. То есть у нас отопления нет. Отопления нет в квартирах. Меняем сами за свой счет. В подъезде полы тоже за свой счет. Квартира меняем. приватизированная? Нет. Городское, да? Да. Вы мне объясните, вот канализация под дом, это что там, септик под домом или... Вот эта вот труба, она выведена в подъезд. Ага. По идее, по плану, этот дом, он одноэтажный. Он не должен быть Нет, а трехэтажный. дальше-то куда уходит? Под дом труба выведена. И дальше идет вот во двор, там люк. Он постоянно перемерзает, и из-за этого... у вас Септик. канализация, да? Септик. Септик или канализация тут центральная? Мы даже не знаем. Септик. Машина приезжает, вывозит? Нет. Ни разу. А централизованная? Центральная? Это просто трубы сгнили под домом, да? Возможно. А вы управляющую компанию обращаетесь? Мы обращаемся каждый год. Мы постоянно вызываем... Здесь же какая управляющая компания? Это же не текущий ремонт, это же капитальный ремонт. Ты что? Не, смотрите, для того, чтобы это устранить, нужно устранить То есть недостатки это не в текущий канализации. ремонт. Это не текущий ремонт, товарищи. Это же капитально, это же признать ветки надо. Вы что? Мы о том же. Ну, это сейчас у нас перечень. Пойдем Не, ну дальше. как? Только 6 лет назад построенный дом. Елена Это Ивановна. же невозможно. Ну вы что? Кто бы из нас согласился здесь жить? Товарищи, оставайтесь. пойдет. Если ты жила без квартиры, тебе предложили... Вряд ли. Не, если бы жилья не было бы, мы бы еще... Не знаю. А этот, а в коридорах управляющая компания убирает вам этот? Нет, я говорю, уборщицы есть? Нет, все делаем сами. Это вот моя квартира. Ой, ага, здравствуйте, извиняюсь. Ага. Просто все тупо в заплатках, потому что у меня 4 ребятишек, дети бегают и просто проваливаются под полы. Вот видите, дыры. Я уже дважды меняла полы в квартире сама за свой счет. полы И все равно холодные, наверное. полы холодные, окна перемерзают. Я говорю, трубы полопались. У меня, как видите, от сырости он к потолку капсец. Здесь вообще лист упал. Хорошо, что это было день.
И у меня просто никого там не было в комнате, что не на детей он шлепнулся. Он от сырости полностью высыпал, я за свой счет покупала. Там под это просто ДСП, и под ним там старая проводка, плафон, и все там под ним. Мы ребенка не заморозим, товарищи? Угу. Можем. Да, можем. Здесь тоже, в этой квартире тоже потолки упали. Электропроводка здесь сделана. Здравствуйте. Подложена изоляция. О, Видите, весь пол провалился. Посмотрите, какое качество. Потолок И упал. что это за здание было построено? Что это бывшее здание аккумуляторного цеха? Если здесь сделать замеры по радиации и по этим ядам, я думаю, это Аккумуляторный цех был. нет, Здесь аккумулятор. уже полы сделали сами, поменяли. Но они уже это тоже начинает проваливаться. Линолеум тоже низкого качества. Весь строительный материал низкого качества Предварительно ее был. даже не показав, просто установили договор, сказали, на иди. Это они уже меняли тут несколько раз. Вот. И, как видите, вот что получилось. Там видите вообще, где плинтуса, насколько пол просел. Они разлагаются моментально. Почему? Потому что... А можно открыть, Иван Иванович, откройте его. 19. Давайте я вам покажу. Вот, тут видно, кстати, что там вон старая проводка, плафон, и все там висит. Несовмещение вообще, это что такое? Это вообще. Это прям... Третье тысячелетие, что ли? Мучаемся уже. У меня 4 детей, младше, мне 1,5 года. И они бегают мне и проваливаются. Вот машина. Квартире могут поожить. Смотрите, видите, сколько машин. Вот почему я говорю, что отсутствие контроля при проведении Отводы все и промерзают. когда приобретают, ну что, неужели неизвестно, это аккумуляторный, как можно здесь жилье строить? Если здесь взять землю пробой на воду, я думаю, тут рядом сколько находится. Провалился. Ну, администрация, у нас город небольшой, мы все знаем. Нет, приобретают. Они приобретали по непонятной схеме. Вот постоянно у одного и того же Все это подрядчика. понятно. Город принимает, то есть начинать нужно с того, что город дает разрешение на строительство по предъявлению проекта. Да? Проект предоставили, дом построен. После того, как дом построен, городская администрация сверяет проект с построенным жильем. После этого выдает разрешение на строительство. Если что-то не совпадает с проектом, не дают акт ввода в эксплуатацию. Город. У нас принимает город, поселение. И они следят за соответствием проекта. Город. А контролирует работы кто? Финансирует кто? Подождите, Оплачивает? подождите. Эти квартиры никто не финансировал. Они были построены, нам принесли документы от города, что они Уже готовы? конечно, они готовые, что они Можно введены в спросить, как эксплуатацию можно было давать городом. разрешение на Так строительство? это к Бугаю нужно вопрос задать. Ну, может Бугаю. Конечно. Значит, Он аккумуляторный же- пристроить. Он же дает разрешение на строительство. Ну что, Игорь Васильевич, поехали. Время. Это ТУСМА, это магистральные связи, системы связи, которые военные. Тут гаражи были. И здесь стояли аккумуляторы и заряжались. Вот эта база, где мы находимся, это ТУСМА. Да, Это приспособленное здание Да. Да, да. Под зарядку аккумулятора. Я уже говорила, что здание было одноэтажным, а из него сделали трехэтажное. И вот самый такой у нас тут угол. Обалденно красивый. Ну, Вот так. На второй этаж можем подняться. Да. не, время. Да, ой, как интересно. Ой, как интересно. ну это как раз на крышу. Да? Да, кошмар.